Мать, юность, весна. Женские образы рождаются в произведениях художников разных времен и народов. Живопись, скульптура, графика и много других видов искусств, к которым обращаются творцы, чтобы передать ее величество женщину. Это может быть доброе лицо матери или собирательный образ юной казашки в национальной одежде. Это могут быть охваченные радостью девушки и подруги, или трогательная, хрупкая и удивительно отважная летчица Хиуаз. Юные и зрелые, веселые и грустные, по-разному прекрасные и очаровательные, смотрят на нас с полотен картин, хранящихся в фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства. У каждого из авторов своя творческая манера письма, свой темперамент и дар свыше. Тем не менее, они пришли к единому решению женского образа. Работа художника Виктора Петровича Буша «Портрет Брикман». Молодая девушка с книгой в руке сидит на лавке в непринужденной позе. Ее летний сарафан, легкий и воздушный, говорит о жарком лете. Она отвлеклась от чтения, закрыв книгу, словно теплая погода и свежий воздух мешает ей сосредоточиться. Алла Федоровна Васильева написала портрет девушки в 1926 году, еще спокойное время, до репрессий. Ее героиня поэтична, образована и очень утонченна. Именно в таком окружении и находилась художница, которая кончила в Хутемас. Ее героиня смотрит на мир задумчиво и мечтательно. Судьба Аллы Федоровны через 12 лет после создания портрета пошла под откос. Она была осуждена как член семьи изменника Родины. Хлопковая лихорадка или белое золото – так называют этот период в истории СССР, когда в Средней Азии собирали огромные урожаи хлопка. Эту невероятно сложную работу под раскаленным солнцем живописцы воспевали легко и непринужденно. Впрочем, и труд металлургов или шахтеров. Так, в произведении народной художницы Казахской ССР Айши Гарифовны Галимбаевой бригадир Чабанов совхоза Уль-Ули Жаналыкского района воспет труд простых людей. Здесь женщина трудовых героических будней. Она жизнерадостная, добрая и рассудительная. Взгляд задумчивый и устремлен внутрь себя. В облике бригадира читается образ простой сельской женщины, отдающей свою жизнь труду и служению народу. Картина создана в традициях социалистического реализма, задачей которого было воспевание трудовых подвигов советского народа. Особое место в изобразительном искусстве занимает образ материнства. Художники черпают вдохновение в воспоминаниях о любящей маме, детстве и родном доме. Мама – это прежде всего хранительница семейного очага, теплые руки и забота. Это не только образ нежности и доброты, но и большого терпения. Произведение «Мать» Анатолия Гордеевича Гордеева, советского художника, наполнено достоинства, сознания собственной силы и доброты. Мир и покой, безмятежное счастье царят в лиричном произведении. Рядом спит усталый малыш, который набегался сзади. В этом же ключе выполнена картина чеченского художника Аманди Аббасовича Суханова «Мать и дитя». Побывав в Индии, мастер посвятил несколько работ этой стране. На картине молодая мама светится от счастья. Желтый шарф из хлопка отражает солнечное настроение счастливой женщины. Рядом с ней самое драгоценное – ее ребенок. Среди многочисленных женских портретов фондов музея есть ряд произведений, посвященных женщинам-героям Советского Союза. Они наполнены женской энергией и одновременно внутренней силой. На судьбу этих женщин выпала война. Первая летчица-казашка Хиуаз Доспанова воспета Сергеем Анатольевичем Анарбековым. Это нежный образ спокойной и рассудительной девушки. В ее руках букет полевых цветов, который придает образу чувствительность и нежность. Пожалуй, это единственная деталь, которая напоминает о мирной жизни, ведь война не женское дело.
Несмотря на молодой возраст, ее грудь украшают медали. Напряженное небо, суровые облака напоминают о военном подвиге. Бесстрашный и благородный, энергичный и вместе с тем женственный предстает перед нами герой Советского Союза Алия Молдагулова, портрет которой мастерски написал художник Раймкул Исеркеев, участник Великой Отечественной войны. Его палитра спокойная и сдержанная, как и сама героиня полотна. Исмаил Ачилов. Работа «Суровая юность». Художник написал Алию Молдагулову со снайперской винтовкой в руках. На ней гимнастерка, поверх которой плащ-накидка. Несмотря на все эти неженские атрибуты, она остается хрупкой и нежной девушкой, задача которой – дарить жизнь. Работа подруги художника Калачева Дмитрия Романовича выполнена прозрачным теплым цветом. Это словно восхищенная песня о женщинах, их молодости, задора и очарования. Прекрасному времени года посвятили свои произведения советский живописец Григорий Степанович Васецкий и казахстанский художник Мажит Садыкович Байтенов. Их весна наполнена сочными красками, цветущими садами, мартовским теплым солнцем. Именно такого настроения мы желаем прекрасной половине человечества в этот замечательный весенний праздник.